Добрый вечер, здравствуйте. В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Сегодня произошел крупный пожар в Алдане. Для тушения было привлечено 3 единицы техники, 14 человек личного состава. Ориентировочно более 100 квадратных метров горела кровля. К счастью, погибших и пострадавших нет. Здание по Билибино принадлежит администрации города. Там располагается диспетчерская коммунальной аварийной службы. Дражный. Прямо сейчас. Накануне воскресенья в результате ДТП в Нерюнгри пострадала женщина. В 11:30 на 378-м километре автодороги Аям 68-летний водитель, управляя автомобилем Шкода Йети, выехал на встречку, не убедившись в безопасности своего маневра. Он не рассчитал расстояние до идущего по полосе встречного движения автомобиля и попытался вернуть свой автомобиль на полосу. При этом столкнул машину Honda под управлением 34-летней автоледи в кювет. В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина, пассажир Хонды. Она доставлена в больницу. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует быть внимательными на дороге, соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию до впереди едущих автомашин, а также при перестроении и маневрировании быть предельно осторожными. Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Горном районе. Тут из-за поломки крепления прицепа получили травмы пассажиры Toyota Corolla, в которую въехал прицеп, груженный снегоходом. 40-летний водитель Isuzu Big Horn ехал из села Магара в Якутск на федеральной автодороге Вилюй. Между 89-м и 114-м километрами у прицепа оторвало крепление, и он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Короллой. Травму получили пассажиры: 46-летняя женщина и 15-летний подросток. Оба водителя были трезвы. Двое рыбаков из Мирного застряли на другом берегу реки Вилюй. К счастью, все завершилось хорошо. 2 человека, зная то, что уже навигация закончена, на надувной лодке переправились на другой берег Вилюя. И там оставались в течение суток. На связь не выходили, в связи с чем была поднята задействованной службой МЧС. Мы сегодня должны были продолжить операцию по рассвету. И они сами переправились. Я с ними связь поддерживаю по телефону. В воскресенье на территории Якутии произошло 4 техногенных пожара. Сразу 3 пожара вспыхнули в Мирнинском районе. Первое возгорание началось в 3 часу ночи в Удачном. Там в микрорайоне Новый город загорелся автомобиль «Мерседес». Пожарные прибыли через 6 минут. Огнем поврежден «Мерседес» и рядом стоящий автомобиль «Шкода Октавия». Через 30 минут загорелся частный дом на улице Мира в поселке Новый Мирнинского района. В результате пожара огнем повреждено комната площадью 10 квадратных метров и кровля на площади 10 квадратных метров. В 5 вечера в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном вагончике с пристроем на шоссе 50 лет октября в Мирном. Пожарные прибыли через 7 минут, однако спасти пристрой не смогли. Также повреждена комната внутри вагончика. Общая площадь повреждений 24 квадратных метра. Предположительная причина возникновения пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи. А в Алданском районе в 3 ночи загорелся жилой вагончик на территории асфальтобетонного завода в поселке Первый Арачен. Спасти постройку не удалось. Лжеведущий радиостанции обманул якутянку, сказав, что она выиграла автомобиль. Женщина из Ленского района лишилась более 16 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился ведущим одной из радиостанций, и сообщил, что мобильный оператор проводит розыгрыш среди своих абонентов, и телефонный номер женщины стал выигрышным. Звонивший сказал, что ей необходимо в течение недели прибыть в Москву, чтобы забрать свой приз – автомобиль «Лада Калина». Женщина ответила, что у нее нет возможности лично проехать за призом. Тогда уже ведущий предложил другой вариант. Они могут перечислить выигрыш в денежном эквиваленте в сумме 300 тысяч рублей. Мужчина попросил назвать номера банковской карты с лицевой и тыльной стороны, а также срок действия карты и коды подтверждения, которые прошли ей в СМС-сообщениях. Он пояснил, что эти данные нужны якобы для перевода денег на ее карту. Потерпевшая, ничего не заподозрив, назвала запрашиваемые данные, после чего с ее банковского счета было списано более 16 тысяч рублей. Ну и к федеральной и международной повестке сотрудники полиции в честь дня рождения выдающегося композитора Марка Менкова записали музыкальный ролик, исполнив неофициальный гимн органов внутренних дел. Песню
«Незримый бой» из телефильма «Следствие ведут знатоки». 25 ноября Минкову исполнилось бы 74 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В акции приняли участие полицейские по всей России, участковые уполномоченные полиции, кинологи, госавтоинспекторы, представители других служб играли сольно. Некоторые собрали целый оркестр, аккомпанировали музыкальных инструментах, в том числе являющихся неотъемлемой частью культуры и быта многонационального народа нашей страны. Из отдельных фрагментов смонтировано единое выступление. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если долго твоих дел нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой, как назначено судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Тем временем активисты в желтых жилетах, вышедшие на Елисейские поля в субботу, оставались на улице до ночи. Они протестуют против роста цен на бензин и дизель и критикуют экономическую политику Эммануэля Макрона. Демонстрации проходят во Франции уже вторую неделю, рассказывает Ксения Орлова. Протесты на Елисейских полях не утихли с наступлением вечера. Несмотря на сопротивление полиции, на знаменитой Парижской улице оставались тысячи человек. Несанкционированная акция протеста началась утром в субботу. Активисты, одетые в желтые жилеты, выступают против повышения цен на бензин и дизель и экономической политики президента Эммануэля Макрона. Ночью сотрудники сил правопорядка все еще пытались взять ситуацию под контроль. Демонстранты возвели баррикады и развели на улице костры. Некоторые из них вступили в столкновение с полицейскими, которые в ответ применили водометы и слезоточивый газ. Более мирные участники протестного движения запустили в небо китайские фонарики. Демонстрации прокатились по всей стране. В них приняли участие около 100 тысяч активистов. Число протестующих в Париже достигло около 8 тысяч. Аналогичные акции протеста прошли и в прошлую субботу. Тогда на улицы французских городов вышли почти 300 тысяч человек. На этом пока все. Продуктивной рабочей недели и берегите себя.